Здравствуйте. Серия А на НТВ+. 12-й тур итальянского чемпионата начинается в Милане матчем Интер-Калери. Была пауза в первенстве на Апеннинах, потому что проводились стыковые матчи квалификации к чемпионату Европы. И в Европе нигде не играли в это время в клубный футбол. Ну а вот теперь все возобновляется. И сегодня Интер постарается сделать очередной шаг прочь от уже опостылевшего, наверное, подвального положения в турнирной таблице. 17 место занимает Интер. В это очень трудно поверить. Особенно если учесть, что речь идет не о 2-3 сыгранных турах, а уже о 12-м номинальном туре. Ну так вот, у Интера 8 очков и столько же очков у Лечче, который находится в зоне вылета. Так что сами можете судить, насколько сейчас сложное положение и неприятное положение у черно-синих. Калери, сегодняшний соперник Интера, поменявший главного тренера, так же как и хозяева, занимает 10-е место в таблице. 13 очков после 10 проведенных матчей. У Интера, напомню, 9 сыгранных матчей. Одна игра с участием Интера перенесена на более поздний срок из-за погодных катаклизмов, которые имели место быть в Италии. 13 очков у Калери. Интер отстает на 5 очков. 8 очков, напомню, у команды Клаудио Раньери. Ну и сегодня матч премьера для Давида Баллардини. Давида Баллардини, новый главный тренер Калери, сменил Массимо Фикаденти на этом посту. И как раз вот сегодня Калери под его руководством проводит свой первый матч в чемпионате. Несколько уже громких тренерских отставок произошло в Италии. Ну, в частности, количество иностранных тренеров сократилось до 1. Луис Энрике в единственном числе представляет остальную Европу в тренерском корпусе Италии. Напомню, что второй иностранец Синиша Михайлович был уволен из Фиорентины. И там теперь Делио Росси заправляет. Ну а у нас несколько минут буквально до выхода команд на поле, несколько минут до начала этого матча. Очень важного как для тех и для других. Ну вот Массимо Моратти, правда, пока спиной к нам и спиной к полю, тоже уже занял свое место и будет наблюдать из ложи за происходящим. 12-й тур, я уже говорил, и это первый матч. Сегодня вообще 3 встречи запланированы, и оставшаяся часть тура уже будет сыграна завтра, в воскресенье. Антонио Дамато, главный судья этой встречи, выводит команды на газон стадио Джузеппе Меацца. Интер в своей традиционной черно-синей расцветке. Ну и Калери, выездной вариант формы. Практически все в белом. Промелькнул на экране Вальтер Самуэль. Сегодня он займет место в стартовом составе Интера. Вообще из-за травм команды потеряли довольно много ведущих исполнителей. Об этом мы в ближайшее время поговорим. Ну а пока вот те, на кого рассчитывает сегодня Клаудио Раньери. И выбор Давида Баллардини тоже был на ваших экранах. Но скажу, что самое важное, наверное, для Интера кадровое событие — это возвращение в строй Жулио Сезара. Безусловно, вратарь номер 1 Интер, он сегодня занимает место в рамке. Он был травмирован, защищал ворота номинально 3-й вратарь Лука Кастеллаци, потому что Эмилиано Вивиани тоже получил травму. Ну и вот теперь, может быть, оборонительные порядки Интера в этом смысле обретут несколько большую прочность. Однако целый ряд защитников пропускает этот матч. Как видите, нет даже в заявке Майкона, нет Юта Нагатомо. Травмировал колено на тренировке Лусио, и также он пропустит сегодняшний матч. Ну а Кристиан Киву дисквалифицирован. Так что вот видите, целый ряд именно игроков обороны сегодня не может задействовать Клаудио Раньери в этом матче. Нам представляют состав Калери. Расстановка, как видите, предполагается примерно та же, что и у хозяев. 4-3-1-2. Но здесь есть тоже две очень важные потери. Это защитник Астори и в особенности полузащитник Андреа Коссу. Вот отсутствие Коссу существенно снизит вариативность контр-игры для Калери. Все-таки это очень мобильный, очень хорошо видящий поле хавбек, обладающий пасом на разные дистанции. И его отсутствие, конечно, будет сказываться. Ну а Клаудио Раньери, может быть, вспоминает свое прошлое и вспоминает, как он руководил Калери. Было это
давным-давно, с 88 по 91 годы Клаудио Раньери тренировал Калери и вывел эту команду из серии Ч1 последовательно в серию Б, а потом и в серию А. Есть что вспомнить. Есть что вспомнить Антонио Дамато. Уже 79 матчей в серии А за его спиной. Солидный очень опыт. Ну и Джанпаоло Пацини сегодня в атаке хозяев. Даниэле Конти нам показали. Он опорный полузащитник Калери. Это тоже действующие лица из разряда главных в сегодняшнем матче. Все готово к началу игры. Начался матч. И давайте еще раз о составах поговорим. Интер. Хозяева. Жулио Сезар в воротах под первым номером. В обороне Вальтер Самуэль 25-й и Андреа Ранокки 23-й. Это дуэт центральных защитников. Хавьер Санетти слева под номером 4 и Жонатан под номером 42 действует справа. Тиаго Мотта 8-й номер. Эстебан Камбьясо 19-й. Дэн Станкович 5-й. Это тройка центральных полузащитников. Филиппе Каутиньо 29-й. Он под нападающими. Джанпаоло Пацини 7-й и Мауро Сарате под номером 28. Вот такой вот состав у хозяев. Обращает на себя внимание отсутствие Уэсли Снейдера. Хотя до последнего времени вроде бы была информация, что он примет участие в этом матче. Но вот я так смотрю, что и даже в числе запасных его тоже не значится. По крайней мере в том варианте состава, которым располагаю я. Интер в атаке. Это Жонатан с мячом. Преследует его Биандини. Давайте о составе Калери поговорим. Микаэль Агацци в воротах под первым номером. В обороне в центре 3-й Лоренцо Ариаудо и 21-й Микеле Канини. На флангах 31-й Алессандро Агастини и 14-й Франческо Пизано. Полузащита 5-й Даниэле Конти. 4-й Раджа Найнгалан. 8-й Давиде Биандини. Это тройка центральных полузащитников. Швед Албин Эгдаль под номером 20 под нападающими. И два форварда Нене 18-й и Тиаго Рибейро под номером 19. Вот такие вот составы. Тренеры, еще раз напомню, Клаудио Раньери у Интера и Давиде Баллардини у Калери. Судья Антонио Дамато, ваш комментатор Олег Пирожков. Гости с мячом. Агастини. Биандини сместился влево. Калери не будет форсировать события, конечно же, важно войти в эту игру, почувствовать поле. Очень давно Калери не побеждал Интер здесь на Джузеппе Меаццо. В 95 году была последняя победа гостей над черно-синими. Ну и вообще за 10 последних сезонов, за 10 последних лет в рамках серии А Калери выиграл у Интера только один раз. Согласитесь, не самая приятная статистика. Нужно постараться ее исправить, чем гости сегодня и займутся. Калери вроде бы не валится в турнирной таблице. Команда занимает позицию в группе середняков. Начала сезон вообще удачно, с 2 побед. Потом некоторое время находилась в верхней части таблицы. Вот только потом немножко спустилась вниз. Но руководство команды, боссы клуба вынашивали довольно амбициозные планы на этот сезон. Планировалось, что команда будет бороться за места в зоне Еврокубков. И вот поэтому, после того, как случилось это перемещение в центр таблицы, в глубину таблицы на 10-е место, был уволен Массимо Фикаденти, и его место занял Баллардини. Интер атакует левым флангом. Санетти с мячом. Он с капитанской повязкой. Традиционно. Ну и подача в штрафную такая довольно немудрящая. Там защитники с ней легко справились. Камбьясо пасует назад. Тиаго Мотта. Каутиньо. Против Найнгалана были нарушены правила. Клаудио Раньери, рассуждая о том, как может сложиться сегодняшний матч, уповал на большой объем работы, который его подопечные, те, кто оставался с ним на время паузы в чемпионате, провели вот в эти 1,5-2 недели. Он рассчитывает, что количество перейдет в качество. Ну и так заметил Раньери, что если бы Интер был маленьким клубом, наверное, сейчас уже начались бы разговоры о сохранении
прописки в серии А. Но наш статус, наше положение в истории итальянского футбола, сказал Раньери, диктует нам игру только на победу, и мы будем думать о скудетто до тех пор, пока сохранится хотя бы малейшая математическая возможность выиграть титул. Вот так сказал Раньери, и я думаю, что слова не должны разойтись с делом. На 13 очков Интер отстает от лидирующего Удинезе, но сезон длинный, потенциал кадровый у Интера высок. И когда вернутся все травмированные, вот об этом, кстати, говорят футболисты команды, сетуя на многочисленные травмы. Когда вернутся все травмированные, дисквалифицированные, тогда Интер будет представлять собой довольно грозную силу. Ранокки, Самуэль, Станкович давали интервью в преддверии этого матча. И все как один обещали выложиться полностью на поле ради победы и добыть 3 очка для себя, для тренера и для болельщиков. Клаудио Раньери на ваших экранах. Его команда разыгрывает мяч на своей половине поля. Это Ранокки. Дал потрогать мяч Жулио Сезару. В небыстром темпе началась игра. 5 минут уже прошло. Пока никаких всплесков или взрывов мы не видели. Станкович ошибается в передаче. Эгдаль перехватывает мяч и идет вперед. Шведский полузащитник Калери уже входит в штрафную. Удар по воротам рядом со штангой. В ближний угол выцеливал Эгдаль. Ну, оттеснял его защитник в сторону, поэтому вариантов других не было у шведа. Ну, вот его первый удар, вообще первый удар по воротам в этом матче. Такой обрез Станковича. Нене там смещался в центр штрафной, но на него пас не проходил совершенно очевидно, потому что висел буквально на плечах у Эгдаля Самуэль, и другой защитник Ранокки преследовал Нене. Агостиньо выбрасывает мяч из-за боковой. Это Раджа Наингалан. Один из основных игроков команды. Уже не первый год выступающий в серии А. Не было нарушения правил против Каутиньо. Мяч тем более остался у Интера. Камбьяссо пасует в штрафную. И здесь первый угловой зарабатывает Интер с левого фланга своей атаки. Филиппе Каутиньо будет подавать. 19-летний бразилец. Подача в штрафную. И удар по воротам. Андреа Ранокки завис на долю секунды в воздухе и пробил. Правда, не точно. Ранокки тоже довольно долго был травмирован. Без него вынужден был обходиться Интер. Ранокки — это надежда Италии на позиции центрального защитника, даже применительно к сборной страны. По ходу минувшего сезона, напомню, перешел в Интер, и не все сразу складывалось гладко в новой команде. Все-таки это совершенно другой уровень, и уровень ожиданий, давления совершенно иной. Но вот постепенно Ранокки, что называется, привыкает. Он с мячом. Рядом Нене. И за пределы поля отправляет мяч Жулио Сезар. Биандини. Станкович его подталкивал в спину. Штрафной удар. Вот еще один игрок, от которого очень сильно зависит выступление Калери. Это Давида Биандини. Рыжеволосый, бородатый, смахивающий скорее на викинга, чем на жителя Апеннинского полуострова. Очень моторный футболист, никогда не убирает ноги в единоборствах и сравнительно бегло читает игру. Подача в штрафную и удар по воротам. Наингалан затылком сбрасывал мяч в ворота. Не очень опасно, и совершенно готов был Жулио Сезар вот к такому повороту событий. Самуэль. Санетти. Сразу двое его встречали. Мяч останется у Интера. Каутиньо. Камбьяссо. Камбьяссо пока играет исключительно вперед. Все его передачи нацелены на развитие атак. Джонатан по правому флангу подключился. Станкович пас в штрафную. И Наингалан подхватывает мяч. Сразу вперед. Там Тиаго Рибейро и Нене. Я смотрю, что пока на первых минутах Тиаго Рибейро чуть глубже действует, а Нене постоянно в роли такого наконечника копья, как модно выражаться в таких случаях.
Ранокья нарушает правила. Тиаго Рибейро как раз был на ваших экранах. Вот против него и свалил центральный защитник Интера. Пизано подключается вперед по правому флангу. Защитник Калери. В руку мяч попал, но не фиксирует судья нарушение в действиях Тиаго Мотты. А вот против Пацини правила действительно были нарушены. Что-то там с Ранокьей случилось, и неужели колено? Вот это совсем неприятно. И не случайно нам сразу показали Клаудио Раньери и его встревоженное лицо. Поехала нога у Ранокьи, и какое-то, может быть, неловкое движение сделал. Контакта никакого не было с соперником. Ну что там, связки, может быть? Очень бы, конечно, не хотелось, чтобы что-то серьезное тут произошло. Не буду я даже вам называть список запасных Интера пока, чтобы не накаркать, что называется. И мы видим, что Ранокья на своих двоих покидает поле, и есть большая вероятность, что он вернется в игру. С мячом хозяева, пока они временно в меньшинстве. Сарата. Сарата много двигается. Вот что касается объема беговой работы, открываний, всяких забеганий, предложений себя, то к нему нет никаких претензий. Но в завершающей стадии не все ладится. И пока Сарата, наверное, все-таки не оправдывает тех авансов, которые ему выдавали в связи с переходом в Интер. Уже даже появилась информация, что Интер не собирается выкупать Сарата, и вот так все арендой и ограничится. Сарата, напомню, арендован у Лацио. Жулио Сезар посылает мяч вперед на Джонатана. Позиция правого защитника с травмой Майкона, конечно, потребовала усиления. Джонатан этим летом перешел в Интер из бразильского чемпионата. Соотечественник Майкона, более молодой, может быть, менее физически мощный, но тоже достаточно быстрый. И я вас уверяю, что только стандартными такими подключениями вперед и навесами в штрафную он не ограничится. Он может и низом поиграть в пас, в стеночке с партнерами. И я думаю, мы его увидим у чужих ворот не раз сегодня. А Джонатан как раз выбрасывает мяч из-за боковой. Пацини. Только назад можно было сыграть. Здесь Ранокья. Тиаго Мотта дальше разворачивает атаку на левый фланг. Здесь Санетти. Мало что получается у Интера пока. У гостей можно хотя бы вспомнить проход Эгдаля. И пусть не опасный, но удар с близкой дистанции. Помним еще удар на Энгалана после подачи со штрафного. Так что кое-что гости уже успели создать. Пусть даже для галочки пресловутой, но можно кое-что им записать в актив. Интер пока впереди совершенно не остро действует. Почти 15 минут между тем уже миновало. Джонатан. Вот его подключение вперед. Навес штрафную. Всей командой практически Калери оттянулся к своей штрафной площади. Сейчас Тиаго Рибейро принял участие в розыгрыше мяча, а это Бьяндини. Нужно быстрее освобождаться от мяча. Его тут иначе могут запереть у бровки. Ну, вот, собственно, и потеряли мяч гости. Правда, тут же подскочил Нуне и помог им завладеть. Старается Интер прессинговать на чужой половине поля.
путы этого прессинга разрывают футболисты Калери. Можно направо мяч перевести, там есть свободная зона. Да, так и есть. Бьяндини пасует на Пизану. Защитник подключился вперед, а это уже Конти. Конти пас вперед на Энгалан. И снова Даниэле Конти. Как много значит Конти для своей команды, можно было заметить хотя бы по матчу Калери-Лацио, который мы транслировали в октябре. И тогда довольно бледно смотрелась команда, тогда еще Массимо Фикаденти. В отсутствие Даниэля Конти он был дисквалифицирован и проиграл он 0-3. Собственно, два последних матча в чемпионате Калери уступил с сухим счетом. В последнем туре было поражение от Аталанты со счетом 0-1 на выезде. И вот после этого как раз и был расторгнут контракт с Массимо Фикаденти. Что касается Интера, то он свой последний матч в чемпионате проиграл 29 октября. Это была игра с Ювентусом. Тогда единственный мяч у Интера забил Майкон. Но после этого, правда, была еще победа в Лиге чемпионов над Лилем со счетом 2-1. Что касается чемпионской лиги, то там положение Интера гораздо более оптимистическое, чем в чемпионате национальном. В Лиге чемпионов, напомню, после поражения на старте от Трабзонспора Интер одержал 3 победы подряд и является основным претендентом, главным фаворитом на выход с первого места в своей группе. В той же группе, где выступает, напомню, ЦСКА. Тиаго Мотта с мячом. По расстановке он оказывается, как правило, глубже всех вот из трех этих центральных полузащитников. Мотта, Станкович и Камбьясо. Камбьясо чуть левее, Станкович чуть правее, Мотта чуть позади них. Ну и дальше уже линия обороны. Конти. Пас вперед, но там никого из партнеров не оказалось. Джонатан. Санетти. Самуэль. Перевод направо. Джонатан. И длинный пас вперед. И пас хороший. Правда, там рукой, по-моему, себе подыгрывал Джанпаоло Пацини. Арбитр это заметил. По именам очень солидно выглядит линия атаки Интера, но пока не слишком ровно и не слишком стабильно действует впереди. Черно-синий. Нет, забивают они, в принципе, не так, чтобы уж очень мало. И все же немножко другого качества футбола, я уже говорил, ждали от Сарата. Никак не может завоевать постоянное место в основе Милито. И уже ходят слухи, что Диего Милито может оказаться во французском Марселе уже ближайшей зимой. Много вообще разговоров по поводу возможного трудоустройства некоторых футболистов Интера. Того же Киву сватают и в Манчестер Сити, и в Мадридский Реал. Ну, это все со слов агента Кристиана Киву. У Киву, напомню, летом заканчивается контракт, в июне 2012, если быть точным. И предложение о продлении он пока от руководства клуба не получал и, судя по всему, уже не получит. У Самуэля тоже контракт заканчивается следующим летом. Все это опытные возрастные игроки. Вот некоторые обозреватели считают, что слишком уже возрастной, слишком постарел Интер за последние годы. В частности, вот с того времени, когда команда выиграла все в Европе и на внутренней арене, и в мире, став клубным чемпионом мира. Но вроде бы, кажется, совсем немного времени прошло с тех пор. Какие-то 1,5 года, и нельзя за 1,5 года так резко одряхлеть, да? Но с теорией старения не согласны сами футболисты. В частности, Снейдер говорил, что ему кажется, что команда как раз в расцвете, и главное, чтобы не было травм. Но вот сам Снейдер и не смог, увы, к сожалению, принять участие в сегодняшнем матче. Санетти с мячом. Джонатан. Движения мало впереди у Интера, поэтому нет вариантов, как сыграть на обострение. Вот сейчас, может быть, Пацини вроде бы принимал мяч неплохо, но сыграл не точно. Сарата был рядом, готовился уже получить мяч, однако этого не случилось. Самуэль. Камбьясо. Пас назад. Коутиньо.
мяч в штрафной. Сарате, передача. И здорово играет Ариалдо. Центральный защитник Калери выбивает мяч за пределы штрафной площади. Ну, а это Агастини. Вот Давиде Баллардини. У него солидный стаж работы с разными клубами серии А, серии Б в начале своей карьеры. Специалист очень квалифицированный и, наверное, знали, на что идут руководители клуба, когда меняли Фикаденти вот так вот скоро и, как, может быть, кому-то могло показаться несколько поспешно. Но команда не побеждала уже на протяжении 5 туров подряд. Я говорил, что 2 последних матча были проиграны с таким счетом. В общем, наверное, какие-то меры назрели. Кадровые меры, ну и вот самые радикальные, как выяснилось, и был заменен главный тренер. Джонатан с мячом. Калери обороняется вновь почти всей командой. Камбьясо. Пацини. И удар Пацини. Нет! Мяч попадает в перекладину. Казалось, что уже под планку летит мяч и будет открыт счет. Хлесткий удар. Продолжается атака Интера. Это Сарате. Пас штрафной. Пацини. Нет, опережает его вратарь. И к тому же там был поднят флажок арбитра. Было зафиксировано положение вне игры. Вот еще раз задел, вы знаете, задел мяч кончиками пальцев Микаэль Агацци. И только после этого рикошетом мяч отправился в перекладину. Блестящий удар Пацини и феноменальная игра вратаря Калери. Первый по-настоящему опасный момент создал Интер у чужих ворот. Тиаго Мотта. Свалился мяч с ноги и получилась вот такая вот передача за пределы поля. Тиаго Мотта, напомню, свежеиспеченный футболист национальной сборной Италии. Даже уже забивал за свою новую команду. Наингалан с мячом. У этого футболиста бельгийский паспорт. И на ближайшем Евро мы Наингалана, равно как и всю сборную Бельгии, не увидим. Самуэль сыграл головой. Бьондини. Наингалан. И Ранокья разбегался постепенно. Там ему слегка заморозили колено, ну и вроде бы боль отпустила. По крайней мере, по его движениям нельзя сказать, что что-то его сейчас беспокоит или что-то ему мешает. Тиаго Мотта. Каутиньо. Игра в касание. Сарате. Поскользнулся сам, по-моему, Сарате. Нет, было нарушение. Показывает судья, что нарушили правила против аргентинца защитники Калери. Давайте еще раз посмотрим. Ну, я при своем мнении остаюсь. Сарате поскользнулся. А это удар Джанпаоло Пацини. Еще раз нам повторяют. Шикарно сыграл вратарь. Сложнейший мяч потащил Микаэль Агацци. Ну а здесь штрафной с очень неплохой позиции. И, разумеется, здесь есть желающие попытать счастье. В частности, Тиаго Мотта подошел к мячу. Агацци выстраивает стенку. Из 4 футболистов пристроился к ней Камбьясо. Удар по воротам. Перекладина. Второй раз мяч попадает в каркас ворот. И на этот раз после удара Мауро Сарате. Поднажал Интер. Еще раз смотрим. Сарате подкручивал мяч в ближнюю девятку.
И на этот раз, по-моему, чуть-чуть коснулся мяча Микаэль Агатце. Чуть-чуть, самую малость. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы мяч попал не в перекрестие штанги и перекладины, не туда вот в сетку, что называется, в самый уголок, а угодил в перекладину. Да, два опаснейших удара Сарата и Пацини показали, чего они стоят. Ну и теперь ждем любопытного продолжения. Я думаю, что должно это таким своеобразным психологическим допингом для хозяев послужить. Более активно должен начать действовать Интер и, в частности, чаще обстреливать ворота Агатце. Хотя уже и так разогрели они голкипера соперника неплохо. Оставил мяч в поле Санетти и получил за это отдельную порцию аплодисментов. Безмерно просто уважают этого человека и футболиста поклонники Интера. 38 лет Санетти, он все как новенький. Сарата с мячом. Будет подача в штрафную, но мяч свалился с ноги и ушел за пределы поля. 25 минут сыграно во встрече Интер-Калери. 12-й тур чемпионата Италии. 0-0 пока на Сан-Сиро. Еще раз удар Сарата. Прыжок вратаря. Очень красиво. Можно бесконечно долго смотреть вот такие вот повторы. Но я думаю, что для поклонников Интера все-таки, наверное, не такое это приятное зрелище, чем если бы мяч попал все-таки в ворота и их команда повела. Джонатан с мячом. Напора, конечно, такого, какой в лучших своих матчах демонстрирует Майкон, его нет сегодня с заменой вот на этой позиции правого защитника. Очень характерным был эпизод в матче с Ювентусом, когда Майкон забил гол могучим ударом под перекладину, как раз подключившись стремительно в атаку. Но что теперь говорить об этом, если Майкон травмирован? Тиаго Мотта. Упал Сарата. Потерял мяч. Калери идет вперед. Бьондини слева получает мяч. Смещается в центр. Пас в штрафную площадь. Чуть сильнее, чем нужно. И Даниэле Конти к передаче не успевает. Конти, Бьондини, Коссу, которого сегодня нет. Это не звезды, конечно, континентального масштаба, но это очень квалифицированные футболисты. Коссу привлекался, в частности, в сборную Италии неоднократно. Так что вот, может быть, и правы те, кто ожидал более качественного выступления от Калери в этом сезоне. Состав позволяет бороться за места выше 8-10. Но все это придется воплощать в жизнь уже новому тренеру Давиду Баллардини. И вот еще раз напомню, сегодня его премьера, его дебют во главе Калери. Бьондини имеет несколько иную точку зрения на то, где должен стоять мяч, чем Джонатан. Решающее слово, конечно, за арбитром. Пошел вперед. Пошел вперед Сарата, но мяч у него все-таки выбили в последний момент. Когда нужно, и Наингалан оттягивается назад, аж в свою штрафную, и там помогает своим партнерам обороняться. Эгдаль. Физики ему сейчас не хватило, но, по мнению арбитра, нарушал правила соперник. Оказался на газоне еще Нене. Нене сделал себе имя в Европе, выступая в португальском чемпионате и став лучшим бомбардиром первенства этой страны 3 года назад. И вот после этого он перебрался в Италию. Бразильский нападающий. И сегодня пока мы его в деле, по сути, и не видели. Мячи Нене и Тиаго Рибейро получают крайне редко. Санетти. Пас назад. Тиаго Мотта. Джонатан. Каутиньо нашел возможность все-таки сделать передачу на Пацини. Тот боролся с защитником Канини и упал.
Арбитр показывает, что надо продолжать игру. Не было там фола против нападающего Интера. Хороший проход Сарата. Но нужно уже что-то решать. Остался, наконец, с мячом. Удар по воротам Пацини, но резкости не хватило. И силы удар не получил. Той, которая нужна была бы для гола. Не знаю, как вам, мне Сарата сегодня очень нравится. И то, что он демонстрирует, выгодно отличается от некоторых других его образцов игры за Интер в этом сезоне. Сейчас нарушение правил. Санетти сместился в центр. Как в молодые годы рванул вперед и вот посадил соперника на карточку. Даниэле Конти получает предупреждение. Опорный полузащитник и капитан Калери. Да, вот здесь уже было нарушение, и спорить бессмысленно. Собственно, никто с арбитром и не спорил. Уходил Санетти от своего оппонента, и Конти просто его срубил. Чуть подальше до ворот, чем в том эпизоде, когда наносил удар Сарата. Может быть, поэтому и другие исполнители сейчас готовятся привести наказание в исполнение. И Станкович и Тиаго Мотта у мяча. Ну, Станкович, наверное, пробьет. Такой длинный разбег, даже вышел из кадра. Нет, удар Тиаго Мотты. Мяч попадает в стенку. Собственно, все игроки средней линии Интера обладают неплохим ударом. И это, конечно, большой плюс для команды. И напомню, сегодня уже дважды каркас ворот потрясли удары футболистов Интера. Сначала Пацини, а затем со штрафного опасно выстрелил Мауро Сарата. Агостини с мячом, полчаса позади. 0-0 в матче Интер-Калери. Напомню, 12-й номинально тур итальянского чемпионата, но по факту 11-й. 21 декабря, вот так вот поздно под Рождество, будет сыгран пропущенный из-за забастовки футболистов первый тур. Это на всякий случай, может быть, вы позабыли или упустили что-то, не отследили новости. Ранокки играет хорошо, перехватывая мяч. Тиаго Мотта нужно сыграть назад на Самуэля. Самуэль вперед. И здесь уже на опережение действует защитник Микеле Канини. Коутиньо. Самуэль. Пас Джонатану. Тот оставил мяч в поле. Хотя это стоило немалых трудов. Смещается в центр. Джонатан. Это скорее удар был, нежели попытка прострела. Мяч свалился и пошел в сторону углового флага. Сарате. Удар по воротам. Застревает мяч в скоплении ног. Ранокки. Тиаго Мотта. И Санетти. Сарате чуть назад опустился. Передачу отдал Мауро Сарате нерасчетливо. Непонятно на кого, потому что если на подключавшегося Джонатана, тот был слишком далеко от той зоны, куда опускался мяч. А Пацини был просто не готов эту передачу принимать. Он в этот момент делал шаг назад. Перемудрил Сарате. Но он сегодня очень заметен. Станкович. Неточная передача. Наингалан. Устоял в жестком силовом единоборстве. Бьяндини. Тиаго Рибейро и Нене на передней линии. Тиаго Рибейро показывает: сделайте мне передачу. Мяч как раз на него и пошел. Но головой сыграл Самуэль. Нене. И Ранокки. Бразилец нарушает правила.
Еще один фол со стороны гостей. На этот раз Даниэле Конти в борьбе за верховой мяч чуть оперся на плечо соперника. Вот, видите. Даже, по-моему, немножко в ухо заехал своему оппоненту. Но это не со зла, конечно. Каутиньо. По поводу Каутиньо тоже немало разговоров, когда особенно он не попадал в состав совершенно, и говорили, что, может быть, лучше его отдать куда-то в аренду, чтобы он получал игровую практику. Но совсем молодой парень, и понятно, что нужно ему время для того, чтобы постичь нюансы европейского футбола. В прошлом сезоне его уже подпускали к составу. Сейчас навес в штрафную, и мяч в руках у Микаэля Агацци. И точный вынос, очень хороший на Тиаго Рибейро. Нужно чуть-чуть подождать подкрепление. Хороший пас. Биандини из глубины врывается и опередил Деян Станкович. Не проспал сейчас серб. Собственно, это его подопечный по позиции. За ним нужно было следить именно Станковичу. И Станкович отработал как надо. Конти. Агастини. Мяч ушел от футболиста Интера, от Тиаго Мотты. Довольно корректная игра, кстати говоря. Нарушений не так много. И желтая карточка пока показана только одна. Напомню, что получил ее Даниэле Конти, капитан Калери. Играть еще 10 минут в первом тайме. Интер продолжает атаковать. Пизано. Пизано нерасчетливо сыграл. Камбьясо. Каутиньо. Продолжается атака. Станкович убирает мяч под себя. Пас в штрафную. Камбьясо. Сарате. Вот так до удара по воротам дело и не дошло. Хотя накрутили здесь изрядно соперников хозяева. Ну, вот здесь, видите, поскользнулся Мауро Сарате. Если бы не это, то мог бы он пробить. Пасовать было нельзя, потому что Каутиньо уже забрался в офсайд к тому времени. По центру уже не первый раз пытаются продавить оборону соперника футболисты Интера. Агастини сейчас даже сам, наверное, не ожидал, что такой сложный технический прием ему удастся. Пяткой, по сути, обработал мяч. Не упустил его за пределы поля. Ну, а здесь прессингуют хозяева и сравнительно быстро вновь отбирают мяч у соперников. И опять, кстати, Нене слишком уж усердствует в борьбе и попал по ногам Раноки. Арбитр не счел нужным отвлекаться на такую мелочь. Санетти. Каутиньо. Наингалан с мячом. Может получиться быстрая атака у Калери. Тиаго Рибейро пасует вперед. Эгдаль. И Эгдаль. Вы знаете, это был не Эгдаль, это подключался центральный защитник Канини. Вот как любопытно. Его вылазка. Эгдаль остался в центральном круге. Канини уже второй раз пробежался до чужой штрафной. Показывают игроки обороны Калери, что они не смущены тем, что Интер вот так вот начал поддаливать где-то минуты с 18-20. И сами стараются тоже принимать посильное участие в атакующих вылазках. Хотя, конечно, основная работа у них на своей половине поля. Эгдаль с мячом. Мяч уходит за пределы. Пизано ведет его из-за боковой. Здесь было нарушение правил. Эгдаль держится за голову. По затылку ему досталось. Хавьер Санетти здесь отоварил своего более молодого соперника. Наингалан. Агастини. Не совсем точная передача.
Эгдаль все-таки успеет к мячу. В руку Санетти мяч попал. Ну, разумеется, это было не намеренно. В таких случаях всегда говорят на усмотрение арбитра. Судья решил, что можно продолжать встречу без свистка. Сейчас пошел Тиаго Мотта активно вперед. Вот уже во второй или в третьей атаке подряд он доходит до штрафной. А удар по воротам пытался нанести Филиппе Каутиньо, но мяч пошел мимо. Не с того места мяч разыграли гости. Агастини. Ненгалан. Дождь прошел в Милане, и это сказывается на качестве газона. Не случайно футболисты скользят периодически. И, в общем, брак технический отчасти, может быть, и этим объясняется. Попытка Сарата закинуть мяч в штрафную. А теперь попытка пробить. Точно, но совсем не сильно. Калери немного пропускает в этом чемпионате. И здесь есть большая заслуга голкипера Агацци. Насколько он может быть хорош, он сегодня нам уже продемонстрировал, потащив мяч после сложнейшего удара по Цини и, по-моему, все-таки задев мяч после удара со штрафного Сарата. Ну вот с атакой есть проблемы. Нене пока не так эффективен, как, например, в прошлом сезоне. И поэтому всего лишь 9 забитых мячей в активе у Калери. Хотя бывали времена, когда люди из этой команды возглавляли топ-листы итальянских снайперов. Я имею в виду великолепного Джиджи Риву и его звездные сезоны в этом клубе. Калери при Риве в атаке с Ривой становился и чемпионом Италии. Все это тоже было. Станкович бросил мяч налево. Санетти, подача в штрафную. Камбьясо! Один остался без опеки и пробил поворотом. Пас хорош, пас своевременен. Но видите, рывок Камбьясо оставил совершенно безучастным Бьондини. Он, казалось бы, должен был на это отреагировать, но прозевал маневр своего соперника. И Камбьясо без помех практически пробил из центра штрафной площади. Гости идут вперед. Тиаго Рибейро. Бьондини в штрафной. Рибейро пытается сделать передачу. Эгдаль накрывает Санетти, но тот все-таки уходит. И дальше продвигается. Какое-то такое судорожное движение сделал Сарата. Но мяч все равно остался у Интера. Станкович. Тиаго Мотта. Дальше направо нужно. Джонатан. И здесь очень хорошо сместился в правую зону Станкович. Обыгрался с Джонатаном и заставили вот так вот обороняться Канини. Просто на вынос играть за 1,5 минуты до окончания первого тайма. Интер провел еще одну неплохую атаку. Пусть она и не завершилась каким-то опасным ударом. Но она имеет продолжение в виде углового. Самуэль здесь расчищает себе жизненное пространство. Навес справа. Очень высокая траектория. Опасно! Удар по воротам. Тиаго Мотта с линии вратарской уже, казалось, готов вонзить мяч в сетку, но в последний момент на пути встала нога защитника. Стандарты в исполнении Интера сегодня бывают очень опасны.
целом, может быть, кому-то из поклонников черно-синих покажется, что команда наиграла на гол по итогам первого тайма. Но на табло пока никаких изменений. Бендини до конца боролся с Джонатаном, но все-таки не сумел отобрать у того мяч. Нене. Наилучший вариант развития событий для Нене. Ну, я не имею в виду то, что ему больно, а то, что он практически не имел вариантов, как распорядиться мячом. И вот штрафной заработать это, наверное, было не худшим вариантом. Но вот удар, который он получил, уже после падения, видите, там прыгал по цине и, по-моему, попал в пах Нене. Причем шипами. Ой-ой-ой. Я думаю, вся мужская часть аудитории нашей солидарна с бразильцем Нене. И сопереживает ему. 1 минуту добавил судья к основному времени первого тайма. Конти делает передачу вперед. Дальше Нене на Наингалана. Мяч перехвачен. Бендини. Что, Станкович не фалил? Нет. Можно играть, показывает судья. И Пацини, видимо, уже набегался, устал. И нужно ему отдохнуть. В простой ситуации вновь утратил контроль над мячом. А может быть, опять мокрое поле сказалось. Ну и все. Добавленные минуты истекла. 0-0 в матче Интер-Кальяри после первого тайма. Антонио Дамато отправляет команду в раздевалки. И у футболистов, у тренеров и у нас с вами есть время подумать о том, каким может стать второй тайм. Перерыв. Вряд ли какие-то перестановки будут в составе у хозяев. Что касается гостей, то у них, по-моему, все те же. Те 11, которые проводили первый тайм, они вновь вышли на поле. Ну и здесь появляются Жулио Сезар. И вот вы знаете, Рикардо Альварес снял тренировочную манишку и, наверное, сейчас появится на поле. Все-таки решил, очевидно, решил усилить игру впереди Раньери, и вместо Мауро Саррета выпускает Рикардо Альвареса под 11-м номером. Рикардо Альварес по прозвищу Эль Маравилья. Чудо в переводе с испанского. Вот он на второй тайм выходит у Интера. Все готово к возобновлению игры. Дамато дает стартовый свисток. И давайте еще раз напомню вам составы команд. Интер, Жулио Сезар в воротах, 1 номер, в обороне 25-й Вальтер Самуэль, 23-й Андреа Ранокки. Это дуэт центральных защитников. Слева Хавьер Санетти, 4-й, и справа Жонатан, 42-й. Средняя линия: Тиаго Мотта, 8-й, Эстебан Камбьясу, 19-й, и Деян Станкович, 5-й. 3 центральных полузащитника. Филиппе Каутиньо, 29 номер, под нападающими. И теперь 2 форварда. Форвард, точнее, номинальный теперь 1. Джанпаоло Пацини, 7 номер. Ну и вместо номинального нападающего вышел атакующий полузащитник Рикардо Альварес. У него 11 номер на футболке. Состав гостей: Микаэль Агацци в воротах, 1 номер. В центре обороны 3-й Лоренцо Ариаудо и 21-й Микеле Канини. На флангах 31-й Алессандро Агастини слева и 14-й Франческо Пизано справа. Полузащита: 5-й Даниэле Конти, 20-й Альбин Эгдаль, 4-й Раджа Наинголан, 8-й Дэвида Бьондини. И 2 нападающих: 18-й Нене и 19-й Тиаго Рибейро. Ваш комментатор Олег Пирожков. Ждем интересного второго тайма и посмотрим, как себя сумеет проявить Альварес, который не так много игрового времени имеет в этом сезоне, в его дебютном сезоне в Европе и, соответственно, в первом дебютном сезоне в составе такого суперклуба, как Интер. Канини с мячом. Наингалан. Агастини по левому флангу продвигается вперед. Пас Бьондини. Канини. Пизано. Длинная передача вперед. Нене выпрыгнул. Он в воздухе, кстати, очень опасен может быть, если вот дело
обстоит в непосредственной близости от ворот. Сейчас пытался сбросить мяч партнеру, но немножко не дотянулся. Альварес. Самуэль. Пас вперед. Санетти. Каутиньо. Чисто. Мяч выбит за пределы поля. Пизано подкатился под бразильца. Напомню, Интер занимает 4-е место от конца турнирной таблицы. После 9 проведенных матчей, имея лишь 8 очков, 2 победы, 2 ничьи и 5 поражений. У Кальяри 13 очков и 10-е место. 3 победы, 4 ничьи и 3 поражения. Но напомню еще, что на протяжении последних 5 туров Кальяри ни разу не выиграл и 2 последних матча проиграл. Самуэль с мячом. С нарушением правил был отобран мяч. Пизано на этот раз все-таки чуть-чуть помассировал голеностоп своего оппонента. И Антонио Дамато назначает штрафной удар. Альварес. Пас вперед в штрафную. Альварес, судя по всему, будет действовать с акцентом на правый фланг. По крайней мере, уже вот в 3 случаях, когда разворачивалась позиционная атака Интера, он мяч принимал именно располагаясь на правой бровке. Но это Жонатан подключался вперед. Его уронили. Станкович. Пас на Камбьясо. Камбьясо не точно сыграл. Наингалан. 2 бритых сошлись. Под 0 прически, что у Раджи Наингалана, что у Эстебана Камбьясо. Эгдаль. И Пизано. Очередной его рейд по правому флангу. Тиаго Рибейро. Было видно, что мяч уходит за пределы поля еще в полете. Тиаго Мотта. Санетти. Каутиньо. Пацини зацепился за мяч. Жонатан. Альварес. На широком шаге Альварес может уйти от опекуна. Показывает, что против него фалили. Арбитр был рядом, все прекрасно видел и не назначил штрафного удара. Всего лишь аут в пользу Интера. Альварес. Можно пробить. Тиаго Мотта. Не сумел этого сделать. Расстался с мячом. Наингалан может разогнать атаку Кальяри. Там есть впереди на кого сыграть. Вот, в частности, Тиаго Рибейро. Но в жестком единоборстве он не устоял на ногах. Правда, там было нарушение правил, судя по реакции зрителей и потому, что игра остановлена. Да, здесь не чисто плечом, а все-таки и локтем подталкивал защитник Интера Тиаго Рибейро. В минувшем сезоне в рамках чемпионата Италии дважды встречались эти команды, и Интер выиграл оба матча с одинаковым счетом 1-0. То есть победы получились непростыми, и каждый раз приходилось настаивать на своем преимуществе черно-синим. Ну и сегодня Кальяри в целом довольно стойко обороняется. Эгдаль готовится подать мяч в штрафную. Повыше можно было это сделать. Удар по воротам. Наингалан. Внешне может быть эффектно, но толку никакого. Наингалан. Пас на Тиаго Рибейро не прошел.
Станкович. Ошибся серб, но Камбьясу вступил в борьбу за мяч. Ариауда, пас вперед. Агастини. Нене. Нене не успевает к мячу. Биандини. Канини. И Ариауда отправляет мяч вперед на чужую половину поля. И пока выход в атаку не ладится у Калери. Каутиньо на фланге пытается обыграть Пизану, получает от того по ногам. Но здесь скорее на автомате Пизану нарушил правила. Желтую карточку, тем не менее, достает арбитр. Второе предупреждение в матче. Знаете, мне казалось, что здесь никакой такой вызывающей грубости не было. И срыва какой-то феноменально опасной атаки тоже не было. Ну, попал, да, сзади. Это, в общем, наверное, эпизод, которых в игре может 1,5 десятка случиться. И неужели за каждый из них нужно показывать карточку? Но арбитр принял такое решение. Антонио Дамато, хозяин положения в данном случае, и ему показалось, что нужно наградить горчишником Пизано. Кстати, Пизано, по-моему, вообще первый раз свалил в сегодняшнем матче. И вот сразу так нарвался. Альварес подает штрафную. Скидка, опасный момент. Удар по воротам. Гол Тиаго Мотта. Тиаго Мотта. 1-0. Интер выходит вперед в матче с Калери. Вот какой оказалась цена этого нарушения защитника Пизано. Тиаго Мотта, я говорил, он очень глубоко начинал этот матч, но постепенно стал чаще подключаться вперед. А здесь что получилось? Здесь при подаче был в положении вне игры Камбьясу, но он не коснулся мяча. Дальше последовала передача. Тиаго Мотта в правильном положении был в момент последнего паса, и именно он, подработав себе мяч, переправил его в сетку ворот. 1-0 в пользу Интера. Тиаго Мотта открывает счет на 54-й минуте игры. Альварес, результативный штрафной. Там, правда, еще Пацини подправил мяч. И он тоже должен записан быть в ассистенты. 1-0. Триумфально танцует Джулио Сезар. Интер, наконец-то, воплотил свое игровое преимущество в забитый мяч. И Клаудио Раньери, на его счету 199 побед в серии А с различными клубами. И сегодня он может справить своеобразный юбилей, если, конечно, игра завершится в пользу Интера. Калери тут же бросается вперед, отыгрываться. Наингалан, пас. И мяч перехвачен. Санетти. Филиппе Каутиньо. Тиаго Мотта, пас на Джонатана. Джонатан убирает мяч под себя. Передача на Каутиньо, и тот бьет не сильно, но довольно близко к штанге. Опасным получился этот удар. Еще раз нам показывают эпизод, который привел к голу в ворота Калери. Здесь семафорили трое защитников гостей в едином порыве, требуя от линейного судьи поднять флажок, но он этого не сделал, и гол был засчитан. Интер вышел вперед. В какой-то степени можно сказать, что и замена стала результативной, потому что, еще раз напомню, мяч подавался штрафного. Футболист, который вышел на поле лишь после перерыва, это Рикардо Альварес. Интер забил свой 12-й мяч в этом чемпионате Италии. Но к атаке команды есть претензии. Я немножко эту тему затрагивал в первом тайме. Говорил, что, в принципе, Интер забивает не так уж и очень мало. Но вот по-прежнему ходят слухи. В итальянской прессе опять всплыла тема о том, что Интер попытается арендовать Самуэля Этоо у Анжи.
на период паузы в чемпионате России, и что речь идет о довольно солидной сумме. Чуть ли не о 8 миллионах евро, плюс страховка в случае возможного получения травмы ЭТО. Но до сих пор пока руководство и Анжи, и Интера открещивалось от каких-либо фактов по этому вопросу и не подтверждало саму эту тему, ее возникновения. Но посмотрим, что в итоге получится. Интер будет стремиться усилить атаку, я думаю. Травмирован сейчас Фарлан. Ну, в Лиге чемпионов его и так нельзя было использовать. Не в форме Диего Милито. И о его возможном уходе уже тоже появляются слухи. Об этом мы с вами вспоминали до перерыва. Атака Калери. Пас вперед. Нене зацепился за мяч. Сыграл с Наингаланом. Наингалан большой очень объем работы проделывает. Он постоянно в борьбе и на своей половине поля, и в чужих владениях тоже. Во всех атаках практически принимает участие. Сейчас Самуэль работал с Тиаго Рибейро и заставил того упустить мяч за пределы поля. Нене прихрамывает. Да, и вы знаете, его меняют. Уходит с поля Нене, и вместо него Хоакин Ларивей под 9 номером. Аргентинец вместо бразильца. Ларивей рослый, широкоплечий нападающий. Может быть, ему удастся то, что не удалось Нене, а именно создать какую-то угрозу воротам Интера. Все-таки будем откровенны, по-настоящему моментов не имел Калери до перерыва и в начале второго тайма. Тиаго Рибейро с мячом. Ларивей под 9 номером. Естественно, он занял ту же позицию, которую занимал Нене в центре нападения. И ответ Интера. Альварес пошел вперед, но сзади его настиг соперник и чисто без нарушения правил отобрал мяч. Бьяндини. Ларивей. Тиаго Рибейро. Эгдаль в центре штрафной. Тиаго Рибейро туда даже не посмотрел. Наингалан. И снова Тиаго Рибейро. Агастини. Долго возился с мячом Агастини. И контратака Интера. Пацини ждет передачу. Он уже сделал рывок. Освободил зону для подключения Камбьясо. Альварес играет на Каутиньо. Филиппе Каутиньо. Удар по воротам. Гол! 2-0 в пользу Интера. Филиппе Каутиньо забивает свой дебютный мяч за черно-синих в чемпионатах Италии. Ну что ж. За 15 минут второго тайма Интер дважды отличился и сделал очень вероятной свою победу. Сегодня сейчас хорошая атака. Все началось, я напомню, с ошибки футболистов Калери на чужой половине поля. И пошла разворачиваться вот эта атака хозяев, которая увенчалась прицельным ударом Каутиньо. И снова, обратите внимание, Рикардо Альварес отдает голевой пас, и Каутиньо бьет в ближний угол. Я думаю, что здесь долю вины должен принять на себя и Агацци, безусловно, хотя он может оправдываться, что ему закрыли обзор немножко свои же защитники, точнее полузащитник Конти и правый бек Пизану. Каутиньо уже пристреливался, мы помним его удар по воротам минут 5 назад, довольно опасный, в этот же угол и рядом со штангой, но вот теперь уже точно в сетку. Итак, 2-0 в пользу Интера. Полчаса остается еще играть. Голы Тиаго Мотта и Филиппе Каутиньо приносят пока успех хозяевам. Совсем сложное положение у Калери, особенно если вспомнить то, как складывается этот матч. Но еще раз скажу, изобретательности впереди не хватает гостям. Отсутствие Андреа Кассу, безусловно, сказывается. Вот замену еще одну готовит Давиде Баллардини. И выйдет и Барбо под 23 номером вместо шведа Эгдаля. Виктор и Барбо.
еще один легионер в составе Калери. Он, по сути, это тоже замена по позиции. И Барбо будет заниматься примерно тем же, чем должен был заниматься Эгдаль в этом матче. Опасная подача. Но вот сейчас Калери уже мог отличиться. Бьондини борется за мяч и уступает в этой борьбе. Альварес. Пацини. Санетти. Пацини. Пас поперек поля на подключающегося Джонатана. И передача в штрафную. Возвращает Джонатан мяч своему партнеру, но там уже с Пацини четко сработал Агастини. Рибейро. Наингалан. И Барбо. Быстрая атака Калери. Пас в свободную зону, но она свободная от партнеров тоже. Тиаго Мотта. Камбиасо. Нет, Калери сюда ехал, конечно, не с поднятыми кверху лапками. И защитник Габриэля Перико, который сегодня остался в запасе, говорил, что нельзя сдаваться до стартового свистка и что шансы в этой игре у его команды обязательно будут. Но вот пока 0-2, и Интер продолжает атаковать. Камбиасо. Каутиньо, Санетти. Чисто южноамериканский треугольник. И мяч у Джонатана, еще одного представителя Южной Америки, в данном случае Бразилии. Альварес. Потерян мяч. Тиаго Рибейро. Ларивей слева. Пас Тиаго Рибейро на Ибарбо. Тиаго Мотта. Самуэль. Каутиньо. Жаль, Оби готовится выйти на поле у Интера. Вторую замену проведет Клаудио Раньери. Джонатан с мячом. Против него Агастини и Бьондини. Альварес. Подача. Отлично. Пацини. Пацини в ближний угол пытался сбросить мяч. Чуть-чуть не рассчитал. Не получилось как следует пробить. Но, вы знаете, он был в офсайде. Насколько я понимаю, интересно, там поднимал ли флажок судья. Нет, по-моему, не поднимал. Странно. Но в любом случае эпизод не завершился голом. Так что здесь спорить, наверное, не о чем. Да, Оби под 20-м номером сейчас появится на поле. Снова теряет мяч в середине поля гости. Альварес. Альварес стремится в штрафную. И Барбо отобрал у него мяч. Сейчас и Барбо оттянулся глубоко назад. Помог своим защитникам. Мощный футболист потащил мяч вперед. А Тиаго Рибейро не лучшим образом этим мячом распорядился. Санетти. Филиппе Каутиньо. Альварес снова на Каутиньо. Джонатан. Бьондини. И Барбо.
И Ларивей на линии штрафной площади. Удар поворотом. Вот какая-то работа для Жюлио Сезара все-таки нашлась. Хоакин Ларивей пробил в створ. Пусть и не очень сильно. Но я обращу внимание ваше, что Ибарбо без тени сомнения сделал длинную передачу на солидное расстояние, едва подработав себе мяч. То есть вот стремление обострить сразу же, оно присутствует в его игре, и он активно очень включился в развитие событий. Своевременные пасы, сразу появилась возможность у кого-то из нападающих пробить. В первом тайме таких эпизодов было крайне мало. У Нене, тогда игравшего, и Тиаго Рибейро. То есть я имею в виду, что с доставкой мяча им туда-вперед медленнее партнеры, и дальше уже приходилось цеплять мячи спиной к воротам. И до штрафной практически они не доходили. Филиппе Каутиньо забил гол, провел очень неплохой матч. И в середине второго тайма уступает место на поле Жоэлю Оби. Персональное поздравление буквально от каждого члена персонала команды принимает Филиппе Каутиньо. Гол не просто хорош тем, что он первый, да, но он очень важный был. Сумел Интер закрепить быстро свое преимущество и тем самым существенно приблизил достижение положительного результата сегодня. Биандини пасует на левый фланг. Здесь подключается защитник Агастини. Снова Биандини с мячом. Хорошо играет Ранокья. Альварес. Альварес тоже неплохо вошел в игру, надо сказать. 2 голевые передачи на его счету. Как хотите, так и оценивайте. Но этого уже не отнять у полузащитника Интера. И Диего Милито в запасе. Подворачивалось на язык сказать в глухом запасе. Но вот видите, если вместо номинального форварда Сараты выпускают Альвареса и не верит, значит, тренер в Милито, раз оставляет его в резерве на скамейке запасных. И Барбо с мячом. Оби. Пацини. И здесь Биандини нарушал правила. Джанпаоло Пацини, конечно, отталкивал от мяча своего соперника. 20 минут остается до окончания этого матча. Но, в принципе, время для того, чтобы исправить положение, у Калери еще есть. Нет моментов. Вот что гораздо хуже для гостей. Один удар в первом тайме в створ ворот. Один удар Ларивея совсем недавно после перерыва. И Барбо, Биандини. И хорошая передача. Ларивей! Удар поворотом. Мяч влетает в сетку, но за секунду до этого уже раздался свисток судьи. А еще секунды ранее был поднят флажок линейным арбитром. И взятие ворот не будет засчитано. Из-за чего? Из-за того, что сам Ларивей действительно был... Нет, не сам Ларивей, а вы знаете, его партнер Конти, по-моему, там находился в положении вне игры. Но он был практически на одной линии с Ларивеем. В одной точке штрафной и, значит, принимал участие в развитии эпизода. Так что я думаю, что арбитр был прав по всем формальным показателям, не засчитав этот гол. Вот хоть что-то стало вырисовываться впереди у Калери с выходом и Барбо, с выходом Ларивея. Должен выйти Агаци. И Барбо. Биандини. Ненгалан. Все это комбинирование на дальних подступах штрафной площади.
И Барбо попытался сыграть нестандартно. Технично хотел мяч пробросить мимо опорной ноги соперника, но не тут-то было. Ариауда. Наингалан. Неточная передача бельгийца. Передача за пределы поля. Бьондини. Санетти перехватывает передачу. Очень здорово сыграл на опережение. Джонатан. Нерасчетливый пас. Конти. До Ларивея мяч не доходит. Джонатан справляет свою же оплошность. Раноке. И Ариауда. Бьондини играет с защитником. Агастини длинной передачей пытается найти Ларивея. Ну а там уже поднят был флажок судьи. Еще одно положение вне игры. На этот раз сам Ларивей в него угодил. Был офсайд. Все здесь правильно. Наингалан. И Барбо входит в штрафную площадь. Рядом Санетти. И Барбо смещается к центру. Удар по воротам. Еще одна попытка пробить. Наингалан был рядом с мячом, но не дали ему нанести удар. И нарушение правил со стороны футболистов Интера фиксирует судья. Потолкали здесь немножко Оби и Пизано. Напомню, всего лишь 2 желтые карточки продемонстрировал Антонио Дамато в сегодняшнем матче. И обе они были показаны игрокам Калери. Сначала Конти получил предупреждение, а во втором тайме Пизано. Конти нам как раз показывают. Наингалан подает. Бьондини не сумел забрать мяч. Пацини. Оби. Альварес слева свободен. Пацини, вот на Альвареса можно сыграть. Да, передача последовала как раз туда, где находился 11-й номер. И Альварес ответным пасом уже пытался Жоэля Оби найти в чужой штрафной. Камбьясо. Сам шел вперед Камбьясо. Но мяч потерял. Что-то там не совсем понятное. А вот лежит футболист Калери на газоне. Он остался в чужой штрафной после вот того эпизода с верховой подачей. Это Канини. Защитник получил удар по голове и не сразу смог прийти в себя. Ну что, Интер находится на пути к исправлению ситуации, на пути к выздоровлению. Сегодня довольно качественный матч команда провела и владела инициативой на протяжении практически всей игры. Заслуженно, на мой взгляд, побеждает. Несмотря на то, что осталось еще 15 минут играть, я думаю, что своего хозяева в этом матче уже не должны упустить. Впереди много игр. За ближайший календарный месяц Интер более полудюжины матчей должен провести и в разных турнирах. На внутреннем фронте, в Лиге чемпионов. Везде нужны победы, везде нужно набирать очки. Я думаю, что постепенно Интер включится в борьбу за самые высокие места
в итальянском чемпионате. Может быть, вот именно сегодняшняя победа, если она будет одержана, а пока все к этому идет, послужит некой отправной точкой. Наконец-то. Оби с мячом. Отбирает мяч Ларивей. Бьондини. Агастини. И Тиаго Рибейро. Ненгалан. Агастини. Передача Бьондини. Рукой себе, по-моему, и Барбу мяч подыгрывал. Нет, арбитр не дает свистка. Станкович оказался в собственной штрафной. Ситуация заставила. Точно сыграл на Альвареса. Альварес здесь пытается обыграть Бьондини и не преуспевает в этом. Рыжеволосый Бьондини делает пас в штрафную. Жюлио Сезар мог себе позволить выронить мяч из рук, поскольку никого из соперников поблизости не было. Третью замену Давида Баллардини готовит. Его тренерский дебют в Кальяри пока получается смазанным, но слишком уж весомым оказался соперник. Интер, многократный чемпион Италии, к тому же разозленный серией своих неудач. Так что я думаю, что объяснение вот такому результату есть. Пас на Пацини. Пацини 1 на 1. С вратарем мог выскакивать, но мяч далеко от него отскочил. Ненгалан. И Барбо. И офсайд. Четвертый офсайд за матч у футболистов Кальяри. Зато есть время провести замену. И под 30-м номером появится на поле Руй Сампайо. Руй Сампайо, который заменит Давида Бьондини. Отличный пас отдал Станкович. Я думаю, вы оценили именно это действие. Но дальше вот Пацини немножко жестко принял мяч, что ли, не сумел его сбросить себе под ноги. А так момент был хороший. И пас просто филигранный. Ариауда. Конти назад. Снова Ариауда. Тиаго Рибейро. Ненгалан слева. Подача в штрафную. Попытка сделать подачу. Мяч уходит за линию ворот. Как ни странно, но вот несмотря на 2 пропущенных мяча, во втором тайме Кальяри все-таки показал несколько более разнообразный футбол. Более, что ли, такой оптимистический рисунок. Игра впереди у гостей носила. Несколько хороших атак было. Особенно вот выход на замену 2 футболистов свежих сказался. Но 2 ошибки сзади были допущены. Точнее, второй-то гол, к нему привела целая цепочка неприятностей, начиная с потери мяча защитником на чужой половине поля. Ну и потом уже вот эта вот точная перепасовка в исполнении футболистов Интера и хороший удар Филиппо Каутиньо. Но во втором тайме Кальяри, по крайней мере, что-то создал на чужой половине поля, тогда как первую половину встречи провел практически безвылазно на своей половине и не имел реальных шансов для того, чтобы отличиться. Санетти. Оби. Здесь сидят его, конечно, вдвоем футболисты Кальяри. Мяч уходит от ноги Канини, а значит остается во владении Интера.
И всего лишь 3-й угловой в сегодняшнем матче. Гости, видите, вообще ни разу этим занятием не баловались. И снова на стандарт идет Рикардо Альварес. Его подача со штрафного привела к голу. Тогда, помните, Пацини протолкнул мяч на Тиаго Мотту, и тот открыл счет в сегодняшнем матче. Подача. И удар с лета. Деян Станкович. Его пушка не заржавела. Красивый эпизод. С 2 отскоками от газона летел мяч, но нужную позицию занял Агаци и на этот раз не сплоховал. Тиаго Мотта. Здорово играет Рикардо Альварес. Уходит одним движением от Агастини. Приближается к штрафной площади. Нужно расставаться с мячом. Наингалан перехватывает эту передачу. И Барбо не сумел переиграть в этой микродуэли Хавьера Санетти. И Барбо. Тот же оппонент у него. И снова Санетти выходит победителем. И мяч ушел от футболиста Кайри. Да-да, хотя и Барбу казалось по-другому. 6,5 минут до окончания матча. Даже чуть поменьше. Все козыри, какие были на руках, выложил Давида Баллардини. 3 запасных футболистов выпустил на поле. Но пока его команда проигрывает 0-2 и, судя по всему, покинет столицу европейской моды без очков. Пизано. Тиаго Рибейро. Передача на Ибарбо. Фигурой отвлечения в данной атаке был Ларивей, но, по мнению судьи, он нарушил правила, прихватывая соперника за футболку. Ларивей как раз показывает, что, наоборот, его держали. Но сложно сказать. А здесь, вы знаете, здесь офсайд был. Вот что. Здесь был офсайд у Ибарбо, поэтому решение арбитра не подлежит никакому сомнению. Камбесо на газоне. Набирает 3 очка. Интер совершит такой рывок в турнирной таблице и окажется аж на 16-м месте. Я немножко иронизирую, думаю, что поклонники Интера простят меня за это. На волне хорошего настроения, вот успеха любимой команды. Ну а сейчас получил желтую карточку Альварес, причем не за грубость какую-то, а вот за такие выкрики и попытки с помощью голоса давить на арбитра. Молодой Фараони выйдет на поле под 37 номером Марко Давида Фараони вместо Джонатана. Правого защитника снимает с игры Клаудио Раньери. Ну, Джонатан провел хороший, качественный матч. Конечно, полноценной заменой Майкону он не стал и не мог стать, но не пожарил на своей половине поля. Редко ошибался сравнительно, пытался обострять кроссы, передачи в штрафную. С флангом мы в его исполнении увидели. Ну и в целом картину он не испортил.
Итак, Марко Фараони на поле на исходе 87-й минуты этого матча. И Барбо. От кого ушел мяч? От Виктора и Барбо. Ненгалам. Оби к нему приклеился, но все-таки не сумел помешать сделать передачу. А что если пробить? Сделал все-таки передачу Каутинью и... не Каутинью, конечно же, Руй Сампайо. Ненгалам, подставлена нога, мяч влетает в сетку ворот. И хотя апеллирует к судье Жулио Сезар, мяч засчитан. 2-1 становится счет, 2 минуты еще есть. Ларивей забил. Вот такая вот неожиданная может получиться концовка этого матча. Ларивей находился в правильном положении и не было никакого офсайда у него, по крайней мере. Я не могу сказать этого о Тиаго Рибейро, но, видимо, позицию того пассивной счел судья, хотя похоже это на тот эпизод, когда был поднят флажок все-таки вот у ворот Интера. Это было минут 10-12 назад. В общем, два похожих эпизода, но решение судьи разное. 2-1 счет становится так неожиданно. Калери вернул интригу этому матчу. Но сейчас все хорошо складывается для Интера в том плане, что мяч покидает пределы поля и на угловой уходит. Можно еще десяток другой секунд провести на чужой половине поля. (2-1). Ларивей уже в своей штрафной выбивает мяч в поле. Можно продолжать игру. Альварес. И снова фалят гости. Время идет. Сейчас мы узнаем, сколько добавит Антонио Дамато к основным 45 минутам второго тайма. Здесь оба держали друг друга, и Альварес, и Ларивей. Три минуты компенсировано. Не так уж и мало, если учесть, что особо больших длинных пауз не было во втором тайме. И есть время у Калери. Ненгалам с мячом. Чуть промедлил, и тут же настигли его соперники. Пас на Пацини. Джанпаоло Пацини находился в положении вне игры. Выпрыгнул Раноке, сыграл этот верховой мяч. Пацини. Думаю, что Пацини доволен итогом этого единоборства. То, что он оказался на газоне. Кстати говоря, там его едва задел соперник, но все-таки сбил с ритма немножко. Так что был фол. Интер вновь на чужую половину поля перевел мяч. От греха подальше. Оби. Можно угловой попытаться заработать. Оби сыграл точно. Скамбьясо. А вот здесь чуть-чуть не хватило техники и координации нигерийцу. И неточный пас в направлении Виктора и Барбо. Минута и 15 секунд до окончания компенсированного времени.
Последняя, наверное, атака Кальяри или последняя попытка организовать атаку. Скидка Ларивея. Выбивает мяч Ранокья. Найнгалан. И Барбо. И снова мяч у хозяев. Камбьясу играет на Пацине. Может быть, напоследок Интер еще и голевой контратакой разродится. Фараони. Грамотно удерживает мяч у себя. Вот упустил, правда, за пределы поля. Нет, нет. Но это уже не важно, потому что финальный свисток дает Антонио Дамато и фиксирует победу Интера со счетом 2-1 в стартовом матче 12-го тура над Кальяри. 200-я победа в тренерской карьере Клаудио Раньери в серии А. Ну и важный успех для Интера. Правда, опять не удалось сыграть на 0 в обороне, но победа одержана, 3 очка добыты, и Интер может занести этот матч себе в актив. Поздравляю поклонников этой команды. Вместе с вами футбол смотрел Олег Пирожков. Всего доброго и до встречи.